Переселение из аварийного жилья в Нерюнгри продолжается, однако городские власти столкнулись с большой проблемой. Ветхое жилье, которое не признано аварийным, находится в ужасном состоянии. Местные чиновники констатируют, проживание в таких домах опасно для жизни нерюнгринцев. С подробностями Игорь Акимов. Дом по улице Комсомольской, 12/1 опасен для проживания. Сваи сгнили, полы квартир на первых этажах провалились. Коммунальщики, обслуживающие данный жилой фонд, были вынуждены даже поставить подпорные сваи, чтобы жители вторых этажей не провалились вниз. Не один год жильцы били тревогу. На протяжении 6 лет обращались в разные инстанции, но крик помощи никто не слышал. Их дом не вошел в программу переселения. На сегодняшний момент дом совсем повело после зимней оттайки, и он в любую минуту может рухнуть. В будущем году, то ли за счет программы, то ли за счет муниципальной целевой программы, этот дом будет расселен, и квартиры мы приобретем на вторичном рынке и всех людей расселим. Я думаю, что это решение единственно правильно, потому что в эту зиму этот дом нельзя оставлять, потому что есть прямая угроза жизни для людей, для их детей, и мы эту задачу выполним. После длительного диалога жильцы дома наотрез отказываются переезжать на год в маневренный фонд и готовы рисковать своей жизнью, проживая дальше в опасном доме. Властям они не верят. Да, я буду рисковать жизнью, но в маневренный фонд я не поеду. Это однозначно. Похожая ситуация была и в прошлом году, когда жильцы опасных домов по улице Чурапчинская, 1/2 и Комсомольской, 21/2 тоже наотрез отказывались переезжать. Но все же поверили мэру и уже проживают в своем каменном жилье, забыв о холодных зимах и ветхих домах. Городская администрация за счет муниципального бюджета приобрела для них квартиры на вторичном рынке. Помимо этого, за счет программы в 2013-2014 годах было переселено более 300 семей. В 2013-2014 году на вторичном рынке жилья было выкуплено 360 жилых помещений. На сегодняшний день долг перед коммунальными службами у жильцов дома по Комсомольской, 12/1 составляет более 1 миллиона рублей. Учитывая даже этот фактор, городские власти готовы пойти навстречу должникам и переселить их через год в новое жилье. Но в сознании некоторых до сих пор не укладывается мысль не рисковать жизнью, а принять условия властей и год переждать холодную зиму в безопасном маневренном фонде. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.